В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте и коротко о главных темах. 4 моста построят на участке трассы Яна в Якутии. Оленеводческие хозяйства региона получат новые радиостанции. Столица страны готова к празднованию Нового года. О красотах Москвы. Сюжет нашего СОБКОРа. В районах обнаружения частей ракеты продолжается работа по отбору проб. Председатель Госкомобеспечения безопасности Якутии Дмитрий Левчиков провел совещание по итогам пусков космических аппаратов. Накануне проведен послепусковой облет районов падения, отбор проб и поиск фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя. В Алданском районе снег и погодные условия не позволяют в полной мере провести поисковые работы. В Кобяйском районе найден крупный фрагмент, вокруг него взяты необходимые пробы. Данные обрабатываются и будут предоставлены позднее. По предварительным результатам экологической опасности фрагмент не представляет. Совместно с администрацией района и службой спасения Якутии решается вопрос его эвакуации с места обнаружения. 4 моста построят на участке трассы Яна в Якутии. Это произойдет в рамках соглашения с крупной добывающей компанией «Полиметалл». Она вложит в проект порядка 2 миллиардов рублей и построит дорогу протяженностью 350 километров от села Тополиное Тампонского района и до села Барылас Верхоянского. Это позволит обеспечить круглогодичную связь. Регион со своей же стороны тоже вложит более 2 миллиардов рублей. На них проведут ремонтные работы и построят 4 моста на этом участке, говорится в сообщении. 202 новых случая COVID-19, в том числе 28 носителей, выявили в Якутии за прошедшие сутки. По данным оперштаба региона, из них в Якутске 92 заболевших, Алданский и Нерюнгринский районы по 11, Мегино-Кангаласский 9, Мирнинский 8, Амгинский, Ленский, Татинский, Усть-Алданский и Хангаласский районы по 6 случаев. Во многих других районах от 1 до 5 заболевших. Региональные лаборатории за сутки провели свыше 3300 исследований на коронавирус. Пуховики и валенки на улице и в родных стенах. Жители одного из домов Ленска снова столкнулись с холодом в своем жилище. Рассказывают, что в прошлые годы зимовали с открытой форточкой, а в этом, заходя в квартиру, даже раздеваться не хочется. Во всем виноват проведенный ремонт теплотрассы. Управляющая же компания все списывает на плохо утепленные стены. С обследованием не спешат. Жильцы ждут гостей с термоаппаратурой уже неделю. В ситуации разбиралась наш корреспондент Анна Кожевникова. Про жителей этого замерзающего дома мы уже рассказывали осенью. Тогда еще морозы не глянули, а жильцы 4-квартирника в центре города стали бить тревогу. На термометре 15 градусов. Они сразу обратились в свою ресурсоснабжающую организацию, где им сообщили, что при выходе на котельной температура даже выше нормы. Позвонили в диспетчерскую. Нам ответили: у вас, наверное, стены холодные. Что нету пока много аварий, некому. Придут, посмотрят. Но когда это будет? Вот уже неделю. Месяц назад же тоже было. И все, и тепло пошло. Что там сделали, они не знаю. Такое ощущение, что разговаривали, что не продавливает, не хватает мощности вроде. Летом теплоэнергосервис произвел ремонт теплотрассы от котельной до домов номер 57 и 59. Жители дома номер 57 уверены, что-то сделали неправильно, ведь раньше такой проблемы не было. Семья Волковых проживает здесь уже 10 лет, и всегда зимой у них была открытая форточка. Семья Батмановых новоселы и попросту решили, что купили холодную квартиру, пока не пообщались с соседями. Сегодня они спасаются только обогревателями. За свет сейчас сколько накрутит? 1000. Вот так. За тепло платите и за свет? Да, и за свет сейчас будем. 2 обогревателя круглосуточно стоят у нас. А без этого никак. Вчера у нас день не было, мы выключили, пришли 14 градусов. Сейчас вчера включили, сейчас 20 держит. За счет обогревателя, в общем, живем. Мы позвонили в ресурсоснабжающую компанию и сделали повторную заявку, так как вчера сотрудники на вызов так и не пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит телевидение, НВК «Саха», меня зовут Анна. К нам обратились с проблемой, Чапаева, 57, здесь проблемы с теплом уже второй раз. Один раз вроде бы урегулировали этот вопрос, с начальником с вашим созванивалась. А сейчас опять у людей возникла проблема. Инвалиды проживают, холодно дома, полы холодные, почему-то на вызов никто не приходит. Чапаева, 57, а когда они заявку давали? Вчера звонили. Дома, это же не может быть, мы же подаем от одной котельной. Именно. Населению в округе там
Никто не жалуется, у всех жарко, а у них один... Вот именно, да, только у них после ремонта летнего теплотрассы. Что-то, видимо, сделали на вводе или на выходе не так. Я помню, что что-то было. Да. Диспетчер пообещал отправить специалистов в течение дня, а вот руководитель теплоэнергосервиса, который в ноябре обещал нашей съемочной группе решить проблему, в этот раз не взял трубку. Бесполезно. Изменится ли ситуация кардинально и смогут ли семьи Волковых и Батмановых находиться в своих квартирах без верхней одежды, покажет время и наш телеканал. Мы будем продолжать следить за развитием событий в доме номер 57 по улице Чапаева. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Оленеводческие хозяйства в 8 районах Якутии получат новые радиостанции. Министерство сельского хозяйства региона приобрело 50 единиц для этих целей. В настоящий момент поступили 3 радиостанции. Поставка остальных ожидается в начале 2021 года, говорится в сообщении. Модель выбрана «Ангара-1». Она отличается надежной телефонно-телеграфной радиосвязью на расстоянии до 600 километров. Внутрихозяйственная радиосвязь в оленеводческих хозяйствах будет осуществляться по расписанию и на разных определенных частотах. В школах Якутии продолжают исполнять гимн России. Больше года исполнилось указу главы СН Николаева о таком способе патриотического воспитания. Также это закреплено одним из пунктов указа проекта «Мы – будущее России». Тему продолжит Агафья Гоголева. 21 ноября 2019 года дан старт проекту «Мы – будущее России». Айсен Николаев принял участие в торжественном исполнении гимна страны в школе номер 5 города Якутска. Учащиеся исполнили главную песню страны, тем самым открыв патриотическую акцию для всех школ республики. Фундамент наш – это наш патриотизм, наша гордость нашей великой страной. И ее мы должны, конечно же, вот в наших детях культивировать с самого малого возраста. Проект направлен на формирование у подрастающего поколения уверенности в своем будущем, востребованности и ответственного участия в развитии республики и страны. Мы периодически будем проводить игры по символам государства. Честно говоря, мы тоже уже проводили для детей разных поколений, как они знают символы государства. Просто наша задача продолжить работу более глубоко. Основная идея документа – зародить в душе ребенка любовь к родной природе, семье, истории и культуре страны. С чего начинается Родина? С картин в твоем дворе, с хороших и верных товарищей, живущих с соседями в дворе. Родина – это там, где ты родился. Там, где твоя семья. И там, где ты жил. Да, мне кажется, это хорошая программа. Она станет стимулом для работы. Сегодня школьники продолжают петь главную песню страны. Только со сложной эпидемиологической ситуацией данное мероприятие проходит в классах. В целом, в 2019 году глава республики запустил проект «Мы – будущее России», который имеет цели воспитать с самого малого возраста патриотические чувства к своей родине, ценности, уважение к старшим, любовь к своей республике, своей стране. И вот эти вот понятия, они очень имеют большое значение в воспитании подрастающего поколения. Подобная традиция ежедневного пения гимна существует и в других странах – США, Турции, Индии, Китае и Казахстане. Агафья Гоголева, Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. После долгого перерыва театр юного зрителя вновь открывает двери премьеры спектакля «Вечно живые». Постановка принадлежит заслуженному деятелю искусств Якутии Александру Титигирову и посвящена 75-летию Великой Победы. В спектакле будет задействовано минимум участников, а зрителей рассадят с учетом социальной дистанции. Отмечается, что театр с мая месяца не прекращал онлайн-формат работы. В социальных сетях сейчас готовится премьера спектакля «Муха-цокотуха» Корнея Чуковского. Кроме того, сейчас артисты готовятся к еще одной живой новогодней премьере для самых маленьких «Дар Луны», где помимо самой сказки артисты проведут игры и веселые конкурсы. Это очень трудно. Вот артистам, даже вот режиссерам, что вот это так работать без зрителя. И вот премьера у нас будет 21-го. Вот уже будет, как сказать, в театре, вместе с зрителями. И артисты очень нас так хорошо вот это уже радуются, что выйдут зрителям. И это очень отрадно, что будем работать для зрителя. Российские города готовятся к встрече Нового года, а столица страны уже во всеоружии. С атмосферой новогодней Москвы поделится Айсена Бурнашова.
Несмотря на противовирусные ограничения и отмену массовых мероприятий, Москва все же готова встретить Новый год. Столица уже облачилась в праздничное одеяние и погрузилась в новогоднюю атмосферу. Всего в городе установили около 4000 различных инсталляций, более 1000 новогодних елей, иллюминации и гирлянды, ажурные арки и звездные небеса. В этом году нарядным улицам люди радуются больше, чем в прошлые годы. Местом притяжения стали и городские катки. Особого внимания, конечно, заслуживает ледовое пространство ВДНХ. Традиционно каток ВДНХ располагается в самом центре парка. Ледовые дорожки окружают фонтан «Каменный цветок» и фонтан «Дружба». Всего же общая площадь катка составляет более 20 тысяч квадратных метров. Этот каток считается самым большим в нашей стране. Самый большой, самый потрясающий. И сейчас днем очень хорошо, но вечером еще красивее. Еще красивее, все сверкает, все горит. И подсветка, иллюминация подо льдом. Поэтому очень все замечательно. И все с позитивом и радостно катаются. Центр города также украшен разноцветными огнями. Площадь Революции и Манежная, Никольская улица и Ильинка. В невероятном праздничном декоре утопает и Красная площадь. Ну и, конечно, насладиться атмосферой Нового года в полной мере можно прямо здесь, в центре города, на ГУМ-катке. Каток, новогодняя ярмарка, мастер-классы. Программа «Минимум» для гостей столицы. Зарядиться волшебным настроением и скинуть с себя груз пандемии. В Москву приехали и туристы из Якутии. Мы приехали на этой неделе, в понедельник. Москва нам очень понравилась. Сразу поднялось новогоднее настроение. Понравилось, очень круто. Жду Новый год. Именно за этой сказочной атмосферой и приезжают в Москву. Конечно, мир сейчас живет по новым правилам. Уходящий год запомнится нам локдауном и масочно-перчаточным режимом. Но все же каждый убежден. Вера в новогодние чудеса и надежда на лучшее позволят уверенно вступить в новый 2021 год. Есть такое. Закрытые музеи, в театрах тоже 25%. Но что делать? Мы, конечно, скучаем по этому, но, тем не менее, мы верим, что все равно будет хорошо. Атмосфера новогодняя, уже настроение поднимается, и хочется уже ждать Новый год, и всех с наступающим. Всего хорошего в Новом году. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и с наступающим вас Новым годом.